Добрый день. Мы сейчас приветствуем всех, кто присоединился к нашей трансляции. Сегодня у нас проходит День открытых дверей онлайн Якутского колледжа инновационных технологий и Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента. Все те, кто сейчас смотрят нас на YouTube, мы просим вас не стесняться, задавать ваши вопросы. В чате это можно сделать, ответим на любые вопросы. И сейчас хотелось бы начать с небольшого рассказа о нашем научно-образовательном центре. Я передаю слово Татьяне Васильевне Матросовой. Пожалуйста, можно начинать. Добрый день, уважаемые абитуриенты, добрый день, уважаемые родители. Я хотела представить вашему вниманию наши учебные заведения, которые образуют Восточно-Сибирский образовательный научный центр. Что значит образовательный центр? В наших учебных заведениях это Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента, существует ступень высшего образования. Это Якутский колледж инновационных технологий, где присутствует образование по специальностям среднего профессионального образования. И есть такое понятие, как Восточно-Сибирский лицей. Здесь мы приглашаем на обучение учеников, которые учатся в школе, и у нас существуют классы с 1 по 11, которые могут принять любого желающего на обучение по индивидуальным программам. Наше учебное заведение существует уже очень давно на рынке образовательных услуг. Возглавляет наше учебное заведение кандидат филологических наук Цой Людмила Николаевна. Наше учебное заведение характеризуется таким понятием, как образовательные учебные заведения. И преимущество заключается в том, что мы принимаем в наше образовательное учебное заведение студентов, которые закончили 9 классов, то есть на базе 9 классов, и студентов, которые закончили 11 классов. Вот сейчас такое как раз хорошее время для того, чтобы получить образование и поступить без всяких проблем. Это мне нравится, что сейчас в связи с коронавирусом есть такое понятие, как получить аттестат без сдачи ОГЭ, это касается 9-классников, и получить аттестат без ЕГЭ, что касается на базе 11 классов. В данном случае это широкая дорога для поступления в учебное заведение, это широкая дорога для того, чтобы получить образовательные профессии и получить диплом об окончании нашего Восточно-Сибирского научного центра. Что хочу сказать по поводу обучения на базе 9 классов, то это наиболее перспективный и более хороший путь получения как раз профессиональных образовательных навыков, потому как происходит такое понятие, как экономия времени. То есть закончили 9 классов, получили аттестат, пришли в наше учебное заведение, отучились год, это значит, вы прошли уже 10-11 класс. И начиная 2 и 3 курс, вы уже получаете профессию, которую вы избрали для того, чтобы получить определенное образование. Чем еще удобно? Наши студенты, которые закончили наш Якутский колледж инновационных технологий и получили диплом государственного образца, спокойно могут поступить в Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента. Чем это хорошо? Они сразу поступают по окончании 1 семестра на 2 курс. То есть, опять же, образовательная траектория намного сокращается. Отучились в ВИКИТ, получили диплом, отучились 3,5 года в Восточно-Сибирском, получили диплом. Итого получается у вас в наличии 2 диплома об образовании. Причем 2 диплома об образовании могут быть различного. Я могу поступить на право социальное обеспечение, получить диплом юриста, а потом поступить на экономику и получить диплом бакалавра экономических наук. То есть в данном случае здесь очень хорошее такое понятие, как получение дипломов, расширение своего кругозора и получение как можно больше профессиональных компетенций, которые существуют. Что еще хочется сказать про наше учебное заведение? В настоящий момент мы переехали на 203-й микрорайон и уже целый год отучились там. Во-первых, это очень доступно, это в центре города, и располагаемся мы по улице Ларионова, 4.
хорошая подъездная система, хорошая и система для того, чтобы подходить к нашему учебному заведению. В нашем учебном заведении существует особая традиция, которая находится в нашем, это День открытых дверей. Мы всегда проводим День открытых дверей. Мы посещаем все школы для того, чтобы пригласить в наше учебное заведение. Но и, как и у всех студентов, у нас есть особые мероприятия, которые есть. Это День первокурсника, это такое понятие, как День студента, который бывает. Но и по окончании учебного заведения все получают диплом, который также знаменуется определенными событиями, которые очень празднично и красиво оформляются. Прошу прощения. Спасибо, Татьяна Васильевна. Наверное, дальше передадим слово Василию Николаевичу Васильеву, начальнику нашего профориентационного отдела, и узнаем тоже интересные последние новости и, может быть, побольше о специальности, о юридических специальностях. Добрый день, дорогие выпускники, родители. Во-первых, всех поздравляю с окончанием учебного периода. Теперь наступила жаркая пора решить дальнейшую судьбу вас самих и ваших детей. Действительно, вы отучились, получили свидетельство об окончании 9 класса, получите аттестат об окончании 11 класса, и надо выбирать, куда поступать. Как сказала Татьяна Васильевна, наш Восточно-Сибирский научно-образовательный центр состоит из 3 учебных заведений. Высшей степенью учебного заведения нашего образовательного центра является Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента. Данный институт готовит специалистов с высшим образованием бакалавров по 3 направлениям. Это экономика, где профили бухгалтерский учет, анализ и аудит. Второе направление – это менеджмент, где профили управление земельными ресурсами, логистика, государственное муниципальное управление. И, наконец, последнее направление – это юриспруденция. В данном направлении мы учим юристов по 2 профилям. Это уголовно-правовой и гражданско-правовой профили. В последнее время, ввиду занятости и желания людей получить 2-е высшее образование на базе среднее специальное образование, либо высшее учебное заведение, мы уже принимаем студентов на очно-заочную форму обучения, то есть дистанционную форму образования. Для поступить на данную дистанционную форму образования нужно представление ваших документов, это копии аттестата либо свидетельства об окончании, 4 фотографии 3×4 цветные, далее копия паспорта, 1-я страница с указанием ваших данных и страница с пропиской. Далее, конечно, оплата. Поскольку я представляю кафедру юриспруденции и правоохранительной деятельности, немножко остановлюсь на специальности юриста. И особенно в последнее время люди стараются получать 2-е высшее образование по юриспруденции. Что такое юрист? Юрист – это высококвалифицированный специалист с высшим образованием, бакалавра. Он должен уметь толковать, применять законы и другие нормативные правовые акты. Далее, будучи уже юристом, он должен обеспечивать соблюдение законодательства
деятельностью государственных органов, физических и юридических лиц. Далее, если вы работаете дознавателем, следователем, адвокатом, вы должны юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства совершенного преступления. Далее, если даже вы не будете работать в правоохранительных органах, как юристы с высшим образованием, вы должны уметь разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовой экспертизы нормативных актов, давать квалифицированную юридическую помощь, оказать юридические консультации, правильно принимать решения и совершать иные юридические действия точно в соответствии с законами. Далее. Вы, как юристы, независимо где бы ни работали, как гражданин Российской Федерации, должны, у вас гражданский это долг, скрывать, устанавливать факты правонарушений. Поскольку вы юристы, вы должны принять меры, чтобы они понесли заслуженное наказание, то есть определены правильные меры ответственности и наказания виновных. Далее, как юристы, вы должны предпринимать необходимые меры восстановления нарушенных прав граждан. Поскольку вы юристы, закон юридически на месте не стоит, наверное, постоянно слышите о внесении изменений и различные юридические документы. Но если далеко не ходить, даже закон о пенсионном фонде, каждый день только и слышим изменения в пенсионном фонде. То возраста, то доплат, то еще что-то. Поэтому вы должны следить за изменением законодательства, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать действующее законодательство, его изменения и практики Верховного суда Российской Федерации по его применению. И должны вы уметь читать, то есть ориентироваться в специальной юридической литературе, то есть монографиях. То есть вы должны быть народ, читающий юридическую литературу. Кроме этого, профессиональных навыков, обязанностей, вы должны еще, как человек, юрист, должны обладать гражданской зрелостью, высокой общественной активностью. Вы, как юристы, должны обладать специальной юридической профессиональной этикой. Должны обладать правовой психологической культурой, должны уважать глубоко законы и бережно относиться к социальным ценностям правового государства. Вы должны уважать честь и достоинство граждан. У вас должно быть высокое нравственное сознание, гуманность, твердость моральных убеждений. Вы должны отличаться чувством долга, должны отличаться ответственностью за судьбы людей и решить порученное вам дело как юристам, довести всегда до конца. Вы должны, как юристы, обладать принципиальностью, должны быть независимы в обеспечении прав и свобод граждан и законных интересов личности. Волевой характер у вас должен быть очень большой, то есть должны необходимой волей должны обладать, должны быть настойчивы в исполнении принятых правовых решений, основанных на законах. Вы должны всегда быть нетерпимым любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности, должны понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко
вы должны перед тем, как... Василий Николаевич, спасибо большое. У нас сейчас прям поступил вопрос от абитуриентов. Я думаю, нужно нам оперативно ответить. Я для этого хочу подключить к нам нашего специалиста приемной комиссии Игоря Каштанова. Игорь Петрович, помимо того, что занимается вот с абитуриентами, консультирует, он еще очень активный куратор групп и по мероприятиям будет с вами очень плотно работать, поэтому вот прямо сейчас можете с ним пообщаться, познакомиться. И первый вопрос, который у нас поступил, это возможно ли все-таки подать документы прямо вот сейчас онлайн и как это сделать? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Да, конечно, вы можете сейчас подать онлайн-заявление. Заходите на сайт, вкладка «Абитуриенту», подача заявления, заполняете бланк заявления, отправляете. Этот бланк заявления к нам приходит, мы его обрабатываем. И также обратную связь имеем, сразу же с вами связываемся. Для того, чтобы подать документы, вам нужно будет прикрепить туда копию паспорта обязательно. Ну, а аттестат как получите, так сразу тоже копию аттестата нам направите. Да, ну можете продолжить еще о работе приемной комиссии, рассказать. Продолжение. Уважаемые абитуриенты, мы ведем набор по 8 специальностям. Это по таким специальностям, как организация технологий защиты информации. По этой специальности квалификация будет техник по защите информации. Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов 2 года 10 месяцев. Специальность правоохранительная деятельность, квалификация юрист. На базе 11 классов срок обучения 2 года 6 месяцев, на базе 9 классов 3 года 6 месяцев. Такая специальность, как земельно-имущественные отношения. Квалификация специалист по земельно-имущественным отношениям. Срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов 1 год 10 месяцев. Такая специальность, как операционная деятельность в логистике. Квалификация операционный логист. Срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов 1 год 10 месяцев. Такая специальность, как право и организация социального обеспечения. Квалификация юрист. Срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов 1 год 10 месяцев. Специальность туризм. Квалификация специалист по туризму. Срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов 1 год 10 месяцев. Специальность преподавания начальных классов. Квалификация учитель начальных классов. Срок обучения на базе 9 классов 2 года 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов 2 года 10 месяцев. Специальность дошкольное образование. Квалификация воспитатель детей дошкольного возраста. Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов 2 года 10 месяцев. Также мы в этом году открываем еще одну новую специальность. Эта специальность называется так: информационные системы и программирование. Квалификация программист. Сроки обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов 2 года 10 месяцев. Также в этом году Якутскому колледжу инновационных технологий выделены были бюджетные места по таким специальностям, как организация технологий защиты информации и операционная деятельность в логистике. Бюджетные места были выделены как на базе 9 классов, так и на базе 11 классов. Те, кто у нас платно обучаются, у нас действует большая система льготных скидок. Если вы активно везде будете принимать активное участие, то вы за это у нас получаете скидку. Также члены совета обучающегося или руководители совета обучающегося тоже получают у нас скидку. Если вы на хорошо и отлично учитесь, тоже будете за это у нас получать скидку. Также иногородним абитуриентам у нас на первый семестр предоставляется скидка 15%. У меня все. Спасибо. Мы напомним также, что на сайте www.vcm.ru вы можете посмотреть, собственно, 3D-тур по нашему учебному корпусу.
подняться на все этажи, пока это сделать невозможно в реальной жизни, но можно сделать с помощью интернета. Поэтому заходите в cm.ru, там можно, собственно, это сделать. Также на сайте можно подать заявление онлайн. Здесь есть форма, специальная анкета, где вы ее заполните, там нет ничего сложного, вся информация о вас, и, собственно, оставляйте свои контактные данные, и с вами обязательно после этого свяжутся. По поводу заявлений я хотел бы дополнить. Уважаемые абитуриенты, пожалуйста, не путайте сайты. Чтобы поступить на среднее профессиональное образование, обязательно вам нужно зайти yakit.ru и там подать заявление. Если вы хотите подать в высшее учебное заведение, то вам в cm.ru нужно зайти и подать там заявление. Пожалуйста, я прошу вас не путать сайты. Да, но если даже вы что-то перепутаете, то я думаю, Игорь Петрович вас обязательно проконсультирует, поможет. Вы всегда можете позвонить 26 26 65. Также у нас есть Инстаграм cm.ekt, который также мы постоянно обновляем, и все последние новости актуальные также можете здесь прочитать, посмотреть сторис, ответить, написать нам в директ тоже. Не проблема, я думаю, сейчас у всех есть свои странички, подписывайтесь, чтобы быть в курсе, и мы тоже будем с вами всегда на связи. Вот, собственно, если есть еще что-то добавить, я думаю, может быть, Татьяна Васильевна как-то нашу беседу зафиналит, и мы, может быть, Может быть, по Да? Восточно-Сибирскому лицею чуть-чуть скажем, что на сайт лицея тоже можно зайти, подать заявление онлайн, там мы ведем набор с 1 по 11 класс. Я могу добавить уже, да? Да, конечно. Я в эфире. Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, обратите внимание на наше учебное заведение. Оно у нас в данном случае новое, хорошо обставленное. У нас работает большой круг специалистов преподавательского состава. Это доктора наук, это кандидаты наук. Каждый студент, который обучается в нашем учебном заведении, проходит практику. У нас существует большая база практик для того, чтобы не только получать знания, но и практически себе показать. И, как правило, когда наши студенты попадают на практику, они там же находят и место работы. Поэтому это очень хорошая траектория образовательная, которая будет. Ну и еще хотела обратиться не только к абитуриентам, но и к родителям. В связи вот с таким понятием, как коронавирус, многие, возможно, потеряли работу. Кто-то переосмыслил и, возможно, хочет получить новую профессию. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые взрослые, приглашаем вас получить образование второе, либо третье, для того, чтобы у вас состоялась ваша карьера производственная. Возможно, вы захотите получить новое образование, новую профессию. Поэтому милости просим. У нас существует такое понятие, как дистанционная форма обучения для взрослых людей. Поэтому ждем вас, приглашаем вас в наше учебное заведение. Рады будем вас встретить. Всего доброго. Да, еще раз всем спасибо за просмотр и всего доброго. Будьте на связи с нами.